Здравствуйте, дорогие друзья! Это видеоинструкция на казахскую клавиатуру. Профессионально, более качественно я попозже сделаю. Сейчас вот срочно хочу сделать такой любительский вариант. Вот, как только вы скачали клавиатуру, вот у вас такой интерфейс. Здесь сразу стоит у вас вот дыбыс-шығару, текст ұсыныстары, 5-ші қатар қосу, пайдаланушының сөздігі, латынша нұсқаулар. Это функции две всегда уже заранее будут включены. Первая это просто звук, да, включается. Вторая функция это подсказки. Подсказки включаем. Потом включаем пятую строку, чтобы пятая строка была. На ней будут видны подсказки. Дальше включаем пользовательский словарь. Наша клавиатура будет запоминать введенные вами слова. Она не запоминает пароли. Она вообще не запоминает все слова в комбинации с любыми символами, кроме некоторых. И там в комбинации со знаками и цифрами. Поэтому если у вас пароль какое-то имя или что-то там, любое слово, то это запомнит. А если у вас там какие-то буквы и цифры, то она это не запомнит. Латинский. Ну, кстати, если вы удалите клавиатуру, вот просто возьмете и удалите клавиатуру обычным способом, то весь ваш словарь удаляется. И, кстати, ваши слова у нас нету никакого сервера, и мы не запоминаем ваши слова. То есть все, которые слова вы вводите, они остаются на вашем телефоне. Так, дальше. Здесь нет никакой регистрации, мы не можем понять, кто какие слова ввел, поэтому нам это нет смысла делать. Латинский, латынша нұсқаулар, это вот латиницу мы можем добавить. Тоже на латинице будет предлагать текст вносить. После того, как это сделали, здесь вот нұсқаулар, можно на русском инструкции, вот нұсқауларға кіресіз, и вот согласно вот этому настраиваете полный доступ. Можно пройти там видео посмотреть. Так, заходим в настройки. Вот это вот получается настройки. Заходим в основные. Дальше переходим в keyboard. Клавиатура, клавиатуры, keyboards. Здесь будет вот, у вас здесь вот этого не будет, этой клавиатуры. Она будет удалена. Вы жмете Add New Keyboard. И здесь выберите вот Keyboard DMS Z8. Сюда заходите и Allow Full Access. Если не будет Allow Full Access, тогда некоторые функции не будут работать. Большинство функций, которых я рассказывал. Включаем полный доступ. Allow нажимаем. Все, теперь мы переходим в браузер, переходим, нажимаем, и у нас здесь появляется клавиатура. Вот клавиатура. Например, мы возьмем Сакен. Видим, вот предлагает, да? Здесь у нас вот наша клавиатура, она пока еще не знает этого слова. Предлагает сане, саке. И на латинице эта функция наша. То есть здесь у нас пятый ряд уже включен. То есть пятый ряд включен. Подсказки включены, работают. Теперь вы можете, вот это у нас с крайней с правой стороны, предлагать на латинице. Допустим, если мы напишем Кытай, он, видите, на латинице предлагает Кытай. Ну ладно. Это, в общем, наша функция, которая на латинской, на казахской латинице, в общем, предлагает. Если что. Допустим, мы написали вот Сакен. У нас клавиатура еще не запомнила. Как только мы после слова Сакен пробел напечатаем, все.
во время, в процессе работы клавиатуры, наша клавиатура будет обучаться. В следующий раз, когда вы будете писать букву S, уже сразу, видите, предлагает Сакен. Сюда нажимаете Сакен. Допустим, пишем, да, вот, допустим, вы на кому-то пишете Сакен, Халай. Видите, Халай слова нету. Жагдай, да, допустим, написали. Так, вот так раз. Это у нас ошибочка. Жагдай. И вопросительный знак там, ну, не знаю, допустим. Теперь, допустим, это мы удалим и опять пишем. В следующий раз вы пишете, когда уже. Вот видите, Сакен, он предложил. Теперь пишем Халай, он уже предлагает. Ну, Жагдай я неправильно написал. А видите, он уже предлагает. Вот. Оп. Может быть, я до этого пользовался. Наша клавиатура предлагает, уже самообучается, и она запоминает ваши слова. То есть слова, которые вы знаете, которыми вы пользуетесь. Если у вас одинаковые слова, допустим, то есть слово начинается на одинаковые буквы, она и будет именно предлагать те слова, которыми вы пользуетесь наиболее часто. Даже если, допустим, я пишу «привет» на русском языке, да, пробел сделал, в следующий раз я, допустим, если я напишу «при», он уже сразу, он запоминает у нас и русские, и казахские слова. Вот. Ну, звуки выходят, как мы видели. На любое слово он у нас на латинице предлагает, видите, на латинице предлагает подсказку уже преобразовать в латиницу. Это можно отключить. Так, Дабашгару работает. Текст Стара подсказывает. 5-й ряд работает. Словарь латинский. Еще можете изменить клавиатуру. Допустим, я уже клавиатуру купил. Вы можете ее купить, нажав вот сюда и оплатив, да. Я уже это сделал, поэтому я делаю сатып алганды калпна кельтру. Все, я восстанавливаю. Теперь я могу взять и выбрать черный цвет клавиатуры. Сюда перехожу. Теперь у меня черная клавиатура и клавиатура без рекламы. Если, то есть всего за $1 вы можете изменить клавиатуру на синий цвет, допустим. Вот у нас она уже синяя, но этого мало. Вы можете сами настроить любой цвет. Допустим, клавиатура все. Допустим, вы хотите зеленый. Оп. Попробуем вот так вот сделать. Ну, просто разные слова, разные цвета используем. Жанрту нажимаем, жахсы. Видите, он там превью. Вот примерно у вас, допустим. Так, посмотрим. Нужно ее выбрать. Вот, я ее выбрал. Думал, уже ошибка. Не должна быть. Посмотрим. Вот. Такая клавиатура. На любой цвет вы можете 5 вариантов собственных клавиатур сделать. Так, что еще? Если вам понравится клавиатура, пройдите здесь вот лайк, поставьте. Можно пройти отзыв сделать, положительный или отрицательный. Можно поделиться. Можете нам написать на e-mail. Можете пройти к нашему спонсору. Какой у нас будет спонсор в тот момент? Посмотрим. Так, можно посмотреть наши новости на нашем сайте. И что еще посмотрим на клавиатуре? Ну вот, все, в общем-то. Если, возможно, наша казахская латиница изменится, я сразу же удаленно, у меня есть таблица, в ней я изменю все русские буквы, то есть кириллические буквы изменю на латинице, соответственно. И
Ну, для этого у нас есть сервер, то есть гугловский сервер. В общем, и вы сможете нажать Latin Alpes Engineer Tool. Вы обновляете буквы, которые соответствуют кириллическим словам, то буквам, то есть на латинице, и тогда у нас сразу же у вас обновится полностью клавиатура, и вы сможете печатать что-либо, и у вас будет на латинице правильно предлагать на казахской латинице транслитерацию. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь, как обычно все говорят.